На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре понедельник, 10 января. Чувашия станет пилотным регионом по размещению зарядных станций для электромобилей. Эксперимент по созданию инфраструктуры для такого вида транспорта проведут в 16 регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомню, сегодня в республике всего 4 таких станции. В рамках программы власти рассчитывают увеличить это число в несколько раз. Планируется, что на территории нашего региона появится 46 новых электростанций. Потенциальные места для их размещения – Чебоксары, Новочебоксарск, а также Аликовский, Красночитайский, Цивильский, Чебоксарский, Козловский и Ядринский районы. Проект должен быть реализован до 2023 года. Кстати, некоторые предприятия Чувашии, которые выпускают электротехническую продукцию, уже заявили о готовности производить зарядные станции и комплектующие для них. Для культурного обогащения. В этом году номинал Пушкинской карты увеличен. Ее обладателям уже начислено 5000 рублей, что на 2000 больше, чем в 2021. Кроме этого, теперь по виртуальной депозитной карте можно будет попасть не только в театры и музеи, но и в кино. На походы в кинозалы государство выделило молодежи 2000 рублей. Причем льгота будет действовать только на российские фильмы. Однако возможность расплатиться Пушкинской картой за билеты в кино появится только с 1 февраля. Живопись, мурал, мозаика, орнамент, стрит-арт. Какой вид искусства чебоксарцы предпочли бы увидеть на фасадах зданий в столице? И нужно ли вообще разрисовывать стены? На портале «Открытый город» стартовал опрос на эту тему. При этом главный художник Чебоксар подчеркивает, декоративно-художественное оформление повышает выразительность и имидж объекта. На сайте представлены примеры нескольких тематик – историческая, патриотическая, литературная или же подчеркивающая народную идентичность. Голосование продлится до среды. Узнать больше о тех, кто населял нашу землю несколько миллионов лет назад. В Чебоксарах может появиться парк динозавров. По плану погрузиться в эпоху вымерших животных можно будет в столичном парке «Амазония». Начало строительства намечено уже на этот год. Кроме этого, на территории парка в ближайшее время могут также появиться многофункциональная спортивная зона и новый аттракцион. Школьный звонок звенит не всегда на урок. К примеру, в одном из образовательных учреждений Цивильского района он созывает зрителей на начало спектакля. Актеры, которые в нем играют, учащиеся Чуральчикской школы, стали победителями межрегионального конкурса «Вдохновение». Соревнование 13 творческих коллективов проходило в заочном формате. На видеоролике ребята отыгрывают сценку под названием «Асамла Трупас». Именно она принесла школьникам победу. В актерской команде всего 8 человек, и они уже готовятся к участию в очередном конкурсе. Сейчас мы готовимся к конкурсу «Хузангаевские чтения» с отрывком из поэмы «Таня». Но каждый раз, когда мы готовимся, я детям так и говорю, что мы должны выступить лучше, чем в прошлый раз, чтобы не упасть, не ударить лицом в грязь. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».